أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Книга Канзуль Ирфан, сборник хадисов Мухаммад Асхат аль-Ирбили, знаменитого ученого 20-го столетия. Сборник хадисов, где собраны основные моменты из высказываний пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, для того, чтобы мусульманин понимал, как нужно действительно понимать веру в Аллаха, как любить пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, следовать его сунне, как уважать и любить сподвижников с пророком Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, его семью, и очень много таких полезных высказываний, хадисов пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, для того, чтобы мы в достаточной степени прожили жизнь на этой земле, будучи мусульманами. Глава о богобоязненности, 24 глава о богобоязненности. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, это приводится у Байхаки: «Изхад фи дунья юхиббука Аллах, ва зхад фима фи айдин наси юхиббука нас». То есть не увлекайся этим миром, будь аскетом, будь аскетичным. Аскетом в данном случае выражается мысль, что не ходить там по селам и весям, городам и весям в рваной одежде с палкой, как действительно нищий попрошайка. Нет, не об этом. Или жить в келье где-нибудь. Нет, аскетизм в данном случае подразумевается, что ты, живя в этом мире, в душе должен быть спокойным по отношению к этому миру. То есть должен быть довольным то, что у тебя сегодня есть. И это говорится, об этом говорится. Изхад. То есть будь захидом, будь аскетом по отношению к этому миру. То есть будь уравновешенным. Если есть у тебя сегодня что-то на руках, будь доволен, скажи альхамдулилля. Если нету, не беспокойся, Аллах субхану ва тааля тебя не покинет. И никогда не завидуй тому, что имеют другие. То есть, если изхад фи дунья юхиббука Аллах, если ты по отношению к этому миру будешь спокойным, будешь довольным то, что у тебя на сегодняшний день есть, то Аллах субхану ва тааля тебя полюбит. То есть Он приблизит тебя к себе и откроет перед тобой все врата своей милости. Изхад фима фи айдин нас. И никогда не завидуй и не желай того, что имеют другие. То есть не будь хасидом. Уклонись от зловредности этой своей зависти, и люди полюбят тебя. Не завидуй, что другим, не завидуй ихним богатством, ихним положением. Будь спокоен, будь спокоен. Останься уравновешенным. Не увлекайся этим миром, не увлекайся богатствами, не завидуй, не будь таким человеком, который стремится заиметь то же самое, как и у других людей, или будет стараться отобрать у них, или что-то другое. Акрамун наси инда Аллахи аткахум. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, это приводится в сборнике Мунави, Канзуль Хакаик, то есть знаменитый сборник хадисов Хазрати Мунави, где говорит, что Акрамун наси, самые уважаемые люди перед Аллахом, аткахум, те, которые богобоязненные. Богобоязненность, да, переводится, может быть, на русском языке однобоко, однозначно, что богобоязненность, но таква, как такое то слово, которое переводится как богобоязненность, имеет очень много значений. Это уважение к Аллаху, это боязнь потерять доверие Аллаха, это боязнь потерять любовь Аллаха, это опять-таки страх потерять
доверие Всевышнего по отношению к твоим делам, к твоим стремлениям. Таква – это любовь к Аллаху, любовь ко всему то, что Он сотворил. Это тоже относится к таква. И старание, то есть стремление завоевать доверие и любовь и довольство Аллаха, это тоже называется таква. Акрамун наси инда Аллахи аткахум. Самые приближенные к Аллаху, самые уважаемые Аллахом люди – это те, которые действительно имеют в своем сердце таква. Как в одном хадисе говорит Мухаммад саллаллаху, что таква, ат-таква хахуна, говорит Мухаммад саллаллаху, ат-таква хахуна, и указывает ва ашара иля садрихи, то есть он показал, что таква существует в груди человека, в сердце человека, и показал на свою грудь, говорится в этом хадисе, в этом переданном от сахабов, тоже из Мунави Канзуль Хакаик, сборник хадисов Канзуль Хакаик. Инна Аллах Та'аля юхиббуль абда такия, аль-гания, аль-хафия. Аллах Субхану Та'аля любит и будет доволен теми мусульманами, которые действительно, которые не нуждаются, не ходят, не попрошайничают. У них есть какие-то гани, говорят, что они достаточно имеют средств. Кто имеет достаточно средств? Тот, который доволен тем, что он сейчас имеет в своих руках. Богатый человек, даже Карун во времена Мусы, алейхиссаляма, не можем сказать, что он был богатым. Он был очень таким жадным человеком, который собирал столько богатств, но ему не хватало. По этому поводу Мухаммад саллаллаху говорит, что человеческое эго таково, человек создан таким, что он никогда не насытится земными благами. И его природа такова. Для этого Аллах Субхану ва Тааля не спосылает религии и обучает, как быть довольным богатством тем, что ты имеешь. Даже Карун был недоволен, даже его нельзя считать, что он был богатым, хотя у него было очень много богатств. Богатый тот человек, который доволен тем, что у него сегодня есть. Он благодарит Аллаха. У него есть кусок хлеба, у него есть одежда, у него есть крыша над головой, и он радуется и говорит: «О Аллах, я благодарю Тебя за то, что Ты не спаслал мне столько богатств». Богатство определяется сердцем человека. Если человек доволен тем, что у него есть на руках, он богат. Если человек стремится к накопительству, и ему этого не хватает, человек факир, бедный, нищий. Так же, как и Карун, так же, как и мы сегодня видим очень много людей, которые имеют несколько мест для жизни, то есть дома, есть транспорт, и у них есть все, что пожелает простой человек. Даже больше, много, и они все равно недовольны, говорят, что вот не хватает на жизнь. Этот человек нищий. Хотя он может позволять себе ездить каждодневно, ежедневно, может быть, еженедельно куда-то за границу, может ездить на машинах, может жить в таких роскошных апартаментах. Если он недоволен, и он выражает свое недовольство, говоря, что вот не хватает, вот мы бедные, вот живем, вот бедно живем. Но есть, конечно, но хотелось бы еще. Этот человек, если он говорит такие слова, он нищий. Он недоволен тем, что у него сегодня есть. И Аллах Субхану ва Тааля отберет у него. Мы говорим: «О, альхамдулилля, благодарим Тебя, Аллах, вся хвала Тебе. Ты дал нам жизнь. Если Ты дал нам жизнь, о Аллах, говорим мы Всевышнему, Творцу нашему, Субханаху ва Тааля, если Ты дал нам жизнь, то значит Ты дашь нам и пропитание. Если у нас еще существует пропитание, значит у нас продолжается жизнь. Ризк и жизнь, они взаимосвязаны. Они ни в коем случае не отделены друг от друга. Только если у человека и остается еще
какое-то время для жизни, Аллах Субхану ва Тааля не оставит его без пропитания. И если же без рызка, если же закончился рызк пропитания, то значит заканчивается и жизнь человека. Так же, как и бензин для машины. Если ты нальешь полный бак, то продолжается движение вперед. Если же бензин заканчивается, то машина останавливается. То же самое и человек. Если Аллах Субхану ва Тааля дает рызк, то жизнь продолжается. Если рызк заканчивается, то и жизнь заканчивается. Рызк определен. Не из-за того, что сегодня ты потерял, не из-за того, что кто-то у тебя украл или отобрал у тебя. Нет, не из-за этого. Рызк, богатство, имущество, они определены Аллахом. Нахну касамна маишактакум фил хаяти дунья. То есть мы вам определяем, говорит Аллах Субхану ва Тааля в Коране, кому быть богатыми, кому быть бедными, кому столько рызка довольства, другому столько. Не бывает одинаковых. Так же, как и не бывает одинаковых людей. Аллах Субхану ва Тааля распределяет. Он знает, как распределить. Нужно просто благодарить Аллаха. И Аллах любит тех богатых. Мы уже объяснили, кто такой богатый. То есть тот, у которого есть что-то на руках, хоть кусочек хлеба, и он этим доволен, этот человек богатый. Аль-гания, ат-такия, аль-гания, аль-хафия. Если у него есть какое-то имущество, есть какое-то богатство, если он действительно таки, то есть он богобоязненный очень сильно и расходует это свое богатство во имя Аллаха для своей семьи, для своих родственников и для тех, которые неимущих, окружающих людей, и который хафи очень боится Аллаха, боится потерять довольство Аллаха. Аллах Субхану ва Тааля любит таких людей. Это опять-таки и мы можем найти этот хадис Тирмизи, Ахмад ибн Ханбал. Ман иттака Аллаха вакаху кулля шайин. Если кто-то богобоязненный перед Аллахом, он боится потерять довольство Аллаха, боится потерять любовь Аллаха, то Аллах Субхану ва Тааля убережет его от всего зла его окружающего, и все будут его бояться. Если человек боится Аллаха, то все остальные будут бояться. Если человек будет бояться всех остальных, Аллах Субхану ва Тааля сделает так, что все будут делать ему зло, и Аллах не защитит его. Если человек боится Аллаха, если он стремится к Аллаху, к его довольству, Аллах Субхану ва Тааля сделает так, что он будет в безопасности. Ракатани мин вараги афдалу мин альфин мин мухлитин. То есть Мухаммад ﷺ говорит, что чтение 2 ракатов намаза действительно мин варагин, то есть представляя, что Аллах на него смотрит, и боясь Аллаха, и с богобоязненностью, с трепетом, лучше 1000 ракатов, те, которые ты читаешь в беспечности. Если ты встал на намаз, ты должен понимать, что ты встал перед Всевышним, перед своим Творцом, ты сейчас отвечаешь, ты сейчас разговариваешь с Ним. Заходя в кабинет какому-то начальнику, ты дрожишь, волнуешься. Становясь на намаз, ты не волнуешься. Как это понимать? Если ты становишься на намаз, то пойми, что он начальник всех начальников. Он малики яумиддин, маликин нас. Он властитель судного дня, он властитель всех людей. Как же не волноваться? Встав перед Ним, мы на намазе становимся перед Ним, предстаем перед Аллахом. И если у нас нету трепета и нету волнений в сердце во время намаза, то Мухаммад ﷺ говорит, что 1000 таких намазов даже не воспримется перед Аллахом. Воспримется только тот намаз в 2 раката, который читается с трепетом и с волнением, боясь потерять довольство Аллаха. Вараг. Ман арада гизза биля гаширатин фалияттакилля. Если у тебя нету поддержки, если у тебя нету того, как мы сегодня называем
поддержки родственников или блата какого-нибудь, и у тебя в душе возникло то чувство, чтобы стать каким-то великим, чтобы все тебя уважали. И для этого говорит Мухаммад, ты должен быть муттакой, богобоязненный. И Аллах Субхану ва Тааля возвеличит тебя без никакой поддержки людской. Только Он будет поддерживать. А Его поддержка больше поддержки любого человека, любого там каких-то племен, которые тебя, как мы сегодня любим называть, что без любого блата, без любой поддержки. Аллах Субхану ва Тааля тебя так возвысит. Иногда мы думаем, что возвыситься – это стать каким-нибудь самым большим начальником в глазах людей. Нет, возвышение Аллах Субхану ва Тааля возвысил и Ибрахима ибн Адхама. Он был царем. После этого он бросил свое царство и ушел в одной одежде в пустыню молиться и искать довольство Аллаха. Аллах Субхану ва Тааля так возвысил Ибрахима ибн Адхама, что его имя вспоминается тысячи лет. Тысячи лет мы его вспоминаем. Он со времени табиинов. 1500 лет мы вспоминаем это имя и приводим как пример другим мусульманам. Ибрахим ибн Адхам или Рабига аль-Адавия или другие, которых мы можем прочитать, изучать и приводить для себя как в пример и следовать этому примеру. Хотя мы и не сможем достигнуть их уровня, но все равно стараемся следовать примеру пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, примеру его сахабов, примеру его табиинов и всех аулия и салихи, и святых, салихов и сиддиков. Халал гакил илля ман ютигу Аллах ва яттакихи. Можно ли назвать умным другого человека, кроме того, который подчиняется Аллаху, ва яттакихи, и боится потерять довольство Аллаха, и богобоязненный? То есть, кроме тех, которые подчиняются Аллаху, мутык, и кроме тех, которые боятся, у которых в душе есть богобоязненность, муттаки, можно ли назвать, кроме вот этих двух категорий людей, других, умными людьми? Умный человек, он всегда подчиняется Аллаху Субханаху ва Тааля и боится его, боится потерять его доверие, боится потерять его любовь. Эти хадисы приводятся и в Мунави, и в Тирмизи, в сборниках хадисов, Ахмад ибн Ханбаль, Байхаки. Те хадисы, те высказывания пророка Мухаммада, которые действительно нам помогают обрести доверие Аллаха, обрести довольство Аллаха. И мы постоянно молим Аллаха Субханаху ва Тааля: «О Аллах, говорим, поведи нас праведным путем, сират аль-мустаким, путем пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, всех пророков и всех праведников, всех своих друзей. О Аллах, убереги от зла наущения сатаны, шайтана и зла наущения других, тех нехороших, которые сбивают с пути. Раббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина азаб нар». Аллаху акбар.